Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии журналист Вера Макарова. Одним из распространенных преступлений нашего времени является мобильное мошенничество. Несмотря на систематическую профилактическую работу органов внутренних дел, люди продолжают попадаться на их уловки. И сегодня мы об этом поговорим с начальником отделения по раскрытию преступлений в сфере мобильных средств связи, Управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, майором полиции Алексеем Мударисовым. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Мударисов Алексей Сергеевич родился в 1981 году в городе Алекминске. Окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Хабаровске на оперативной работе с 2003 года. С июля 2016 года начальник отделения по раскрытию преступлений в сфере мобильных средств связи, Управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, майор полиции. Алексей Сергеевич, сколько фактов мошенничества было зарегистрировано с начала этого года? С начала текущего года на территории республики зарегистрировано порядка 205 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. А в каких городах и улусах преобладает этот вид преступлений? Наибольшее количество данного вида преступления зарегистрировано у нас в городе Якутске. Это 108 преступлений. Город Мирный 23 и город Нерюнгри 19. А в заречных улусах или в северных улусах есть такие? Безусловно, в заречных улусах также зарегистрировано данное преступление, но не в таком количестве, как... А какие дистанционные мошенничества бывают? Вообще бывают два вида дистанционных мошенничеств. Это мошенничество, совершенное с использованием мобильных средств связи, а также мошенничество, совершенное с использованием интернет-ресурсов. Насколько мне известно, раскрытие этих преступлений очень сложно. Да, вы правы. Раскрыть данное преступление сложно, но можно. Основная сложность заключается в том, что злоумышленник находится за пределами Республики Саха-Якутия. В других регионах, да, в других регионах. Да? Поэтому это маленько усложняет и затягивает ход следствия. Но тем не менее вы выявляете и раскрываете. Тем не менее данные преступления раскрываются, выявляются. А каковы наиболее распространенные схемы мошенничества? Наиболее распространенная схема мошенничества следующая. Это заказ товаров потерпевшими через сомнительные сайты, в том числе социальные сети, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Далее, когда злоумышленники звонят и представляются сотрудниками различных банков. Далее, когда мошенники звонят потерпевшим и представляются сотрудниками ОВД, прокуратуры и так далее для решения каких-либо вопросов за деньги. Это основные у нас мошенничества, которым поражена наша республика, основные схемы. А можете привести один-два примера, чтобы урок другим дать, чтобы не попадать? Примеры, да, примеров много, но бывают такие примеры, что люди заказывают даже через сайты, через Авито, например, бураны, отправляют деньги в полную предоплату, полсуммы до 250-500 тысяч рублей. То есть бывает такое, что люди хотят, например, люди видят объявление о том, что могут сделать водительское удостоверение, тоже оплачивают деньги и, соответственно, никакого водительского удостоверения не делаются. Этот вид преступления по водительскому удостоверению, он распространен, когда сейчас начали создаваться группы WhatsApp. И в этих группах WhatsApp гуляют эти объявления. Помогу с плохой кредитной историей, помогу получить водительское удостоверение. Люди клюют на это, платят деньги, соответственно, ничего не получают. Каков социальный портрет мошенников и потерпевших? Мошенник, прежде всего, это вор и лжец. Поэтому ему присущи такие свойства, как конспиративность, закрытость, театрализация. Он склонен к перевоплощению. У афериста высокий интеллектуальный уровень. Он имеет очень подвижное сознание, то есть быстро принимать решения. Что касаемо потерпевшего, то прежде всего лень – это одна из основных причин, почему жертвы становятся жертвами. Это лень узнавать подробности, лень куда-то идти, лень спрашивать.
Плюс любопытство и любознательность. Мошенники интригуют, завораживают. Они говорят так, что потерпевшему интересно, чем это закончится. Дешево, быстро, легко и престижно на эти слова ведется пострадавший. Он доверчив, инфантилен и недальновиден. Жертвой мошенничества может стать любой человек. Озвучьте, пожалуйста, простые правила безопасности. Перед принятием решения о дешевой или вообще бесплатной услуге надо выждать время, подождать, позвонить, узнать цену, навести справки. Помимо осторожности не помешает бдительность. Если вы чувствуете, что вас подталкивают, осталось мало времени, или магазин закрывается и прочее, вас принуждают сделать решение. Потом основным из распространенных схем преступлений является то, что потерпевшим звонят с различных банков и говорят о том, что у них карта заблокирована и так далее, то есть под различными предлогами пытаются завладеть данными клиента. То есть это номер банковской карты клиент называет потерпевший и CVV-код. То есть даже если вам звонят, представляются сотрудниками банка, даже если вам с банка позвонили, никогда не надо называть свои данные персональные данные своей карты. Необходимо положить трубку, перезвонить на горячую линию банка и уточниться, по какому вопросу звонили вам с банка или звонили ли вообще с этого банка. Ну вот это вот основные такие. Если вы видите дешевый товар на каком-то сайте, то необходимо проверить этот сайт, почитать отзывы. Как правило, сайты-мошенники всегда озвучены на интернет-ресурсах есть о том, что это сайт-мошенник. Поэтому, в основном, это вот такие вот. Алексей Сергеевич, спасибо вам за участие в нашей передаче. Напомню, что у нас сегодня в гостях был начальник по раскрытию преступлений в сфере мобильных средств связи, Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, майор полиции Алексей Мударисов. Всего вам доброго, до следующей встречи.